Всем привет! Я без шапки на солнце. В машине сидела, распарилась. Думаю, выйду без шапки. Приехали мы, значит, в магазин. Называется он Тот Оймс. И где-то рядом сейчас будет Янмал. К сожалению, сейчас я не помню, как район называется, я подпишу. И я попытаюсь как-то сделать на Google карте, отмечу, где эти магазины. У меня есть подписчица. К сожалению, я не знаю вашего имени, потому что у вас ник. Вот, она мне подсказала, что все сейчас едут закупаться сюда. Здесь большой выбор. На меня так все смотрят. И я хочу посмотреть, что это за магазин. Я здесь первый раз. Его не ездила. Вот такие где-то. Я, может быть, цены на них не буду снимать, потому что это все долго переводить. Просто для общей картинки, чтобы вы понимали, что здесь выбор еще больше. И посмотрите, все какие цвета. Яркие носки. Есть короткие, есть длинные. Так вот, моя подписчица написала, что сейчас Цагансар, и к ее маме придут 200 человек. Вы представляете? Когда ты приходишь в гости, принимающая сторона дарит тебе подарки. Ого, еще какой отдел. Здесь у нас шерсть. Вот это разнообразие. Это плед или палантин. Написано. Добраться сюда я посмотрела. В принципе, несложно. На автобусах можно доехать. Но мы на машине приехали, просто мы уже ехали. Ехали на машине и решили заехать. Все есть шапки, кофты, манишки, палантины, кофты. Очень большой выбор. Я думаю, что на видео видно масштаб магазина. Получается, здесь 2 зала. Можно купить все. Так. Только гетер сколько? Написано шерсть, но они такие колючие такие на ощупь. Есть помягче, конечно. Ну,
На вкус и цвет, как говорится. Надо все щупать, приходить, смотреть, мерить. Вот эти помягче уже. Теперь посмотрите, какой выбор шерстяных носков. Есть все размеры, все раскраски, любые рисунки. Очень большой магазин. Так выглядит як. Женя, какие хочешь? Давай вот эти. Вот эти? Ну, куда померяем? Я тебе их померяю. О, отлично, да? Да. Покажи. Руку покажи. Ну да. Ну, большевато чуть-чуть. Чуть-чуть. Может, еще какие-то такие. Давай померяем еще какие-нибудь. Какие? Такие вот? Такие хочешь? Нет. Такие, давай посмотрим. Давай. У Кирилла такие перчатки. О, давай. Вот такие? Давай. О, давай не будем вот это. Не, покажи папе. Давай не будем эти носки. Да, они не маленькие ему? Я могу вот так вот ходить. А есть побольше? Да, вот мне кажется, чуть маловато, Я да? хочу эти. Не, а вот чуть побольше есть. Антюхина? Да. Или такие же. А Такие же. тебе? Надо... А вам, мам? У меня куча варежек. А папе? Подожди, это какой размер? Как это размера это здесь нету? А папе? А папе, у папы тоже есть. Блин, вот эти побольше. Вот эти побольше. Вот эти побольше. Эти прям что-то впритык ему. Только цвет. Ну, другого нет. На, посмотри, какой здесь размер. Вот найди. Я вообще хоть убей не могу найти. Написано 100% шерсть. Пуговица носка. Ниточка с носками. Угу. Даже померить это. Как будто вот эти больше. Они светлые, а темных нет побольше. Ай. Да что такое? Такие мои падают. А вот здесь еще же. Ну-ка, идите сюда. Как померю? Куча нас. Куча. Мама, они мне подходят. Вот эти? Да. Но они светлые, Женя. А почему не хочешь? Темные давай. Померь. Можем варежки купить с первого раза. Нормально? Да, нормально. Все. Пройдусь, чтобы вы видели, какое представление о магазине. Очень большой выбор. А вот яковые. Написано як. А вот верблюд. Кашемировый ряд. Дальше еще настойный. Опять кашемир. Не пойму, вот это что за животное? Если як вот так нарисован. И верблюд. Верблюд подешевле, но не сказать, что хуже. Вот это 60% шерсти. Да, вот видите состав.
Шерсть, вискоза, полиэстер. Они будут закатываться. Лучше уже купить 100% шерсть. Не намного они дороже. Левая сторона это пошли вещи. Шапки, шарфы, палантины, безрукавки, кофты на замке, кофты такие. Написано, что это 100% шерсть. Что-то здесь и кашемир есть. Тоже вот ни размера, ничего. Непонятно, что это. Это, наверное, плед. Я так думаю. Похоже больше, что это плед. А, нет. Как будто бы и палантин. Непонятно. Пацаны, пошлите туда. Вот какие кашемировые носки. Хорошо. Вот с этой ниткой, да? Как это? Нитка такая называется, не знаю как. Мне, кстати, всегда здесь в магазинах нравится, что всегда вот украшают. Вот здесь, допустим, животные, да, стоят. Катушки ниток. Там, где сумки, всегда будут кожаные изделия. Манекены, типа маленькие манекены. Можете сюда посмотреть. Это уже ХБшные носки. Опять же, смотрите составы. Вот так все это магазин выглядит со стороны. Куча носков. Все везде подписано, везде есть цены. Все яркое. Я думаю, все здесь можно разобраться самому. Все подписано. Вот эта цена. Детские носки. Стельки. Размер написан. Цены нет. Ну, цены можно на кассе узнать. Вот, пожалуйста, жилетки. Жилетки тоже нарисован. Верблюд. Размер. Можно померить. Пояса. А, вот. Nice.
Это что? Это на манишке, да? Живка. Это взрослые. Ой, руки спадают. Не, мне жилетка не нужна. Вот стенд с натуральными цветами, а здесь уже с цветными. Шабану. Мгм. Байла. Хотя. Это расписание магазина тот, если вдруг кто поедет. Это понедельник, пятница, суббота, воскресенье. Вот я вышла из Тода Оймс. И если смотреть на дорогу и вот так идти прямо или ехать на машине, то мы выйдем к площади Сухебатор. Но это, конечно, идти далеко. По Google карте я посмотрела, если с площади идти пешком до этого магазина, до Тода Оймс, займет дорога около часа. Но я посмотрела, ездит автобус. И можно спокойно сюда доехать. И здесь где-то недалеко Янмал. Мы сейчас до него прокатимся. Он буквально вот здесь где-то. Туда наверх надо будет подняться. М2 проехал автобус. Засняла, что я не догадалась. Так, вот это какой автобус едет? Ч-38. Ч-73. Ну, в принципе, сюда реально добраться на автобусе самостоятельно. Не надо никакой такси брать, никого просить. А до Янмала, наверное, можно пешком дойти. Сейчас засну дорогу. Здесь в магазине можно заехать, здесь есть парковка для машин. Одна особенность в Монголии: детей носят вот так на руках. Имея двоих детей, я вот, честно говоря, не понимаю, в чем сложность взять коляску.
Это же можно просто без спины остаться. Как бы, ну, дороги, не скажу прям, что такие плохие дороги. На коляске спокойно ребенок. А, ну вот, смотрите, еще раз. Стоит только показать, парень видит. Наоборот, мне кажется, в коляске даже ребенку будет удобно. Он просто лежит спокойно. Ну, здесь такой слинги несут. А до этого девушка на руках несла ребеночка. Но мне кажется, для ребенка даже так же хуже. Решила я, короче, прогуляться до Янмала пешком. Я посмотрела по карте, там 500 метров. Выходим, поворачиваем направо и идем наверх. Мы вообще в этом районе очень редко бываем. Практически никогда. Там, может, один раз ездили. И то даже я не помню. Так, это какой автобус? Ч19А. Это третий, да? Ну и до этого еще какой-то был, я пропустила. Здесь такой район, здесь много частного сектора. Это как бы не центр. Если кто-то вообще в Улан-Баторе ориентируется, это получается, мы пришли на площадь и пошли наверх. Еще автобус едет Ч48. Не увидела. Сегодня тепло. Так прям, я даже в перчатках. Не в варежках. Не скажу, что жарко, но и не холодно. Хотела засечь время, сколько 100 до. Сейчас время, 20 минут будем считать. 20 минут пятого. За сколько я дойду до Янмала. Полиция. Обувной. Ой, господи. Еще автобус Ч23. Вот стоят, видите, в жилетках. Через пешеходный переход. Это, видать, где-то рядом школа. И чтобы дети безопасно проходили, вот стоят родители с флажками. Так, интересно, по какой стороне идти? Я, как обычно, у меня все по наитию. Я не готовлюсь к видео. Вот школьная полиция. Еще автобус едет Ч38. Он заворачивает. Только я не знаю. Тут была сейчас смена караула, но я выключила камеру. Не туда. Я хотела прямо пойти, а оказывается, она была налево на перекрестке. А я стою. Ладно, заминка была. Я же говорю, я все неподготовленная, как обычно. Тексты я заранее не пишу. Видео никакие не смотрю. Снимаю сама. Поэтому, как получается, думаю, что неплохо у меня получается видео. Не думаю, что не хуже, чем у других. Какой-то лес там.
Лес продают. Так, это у нас какой автобус? Ч8. Вот и он едет в центр. Значит, поступил, мне такой комментарий написали, что Улан-Батор это не Монголия. Ну, я прекрасно понимаю, что Улан-Батор это не Монголия. Но есть такое слово обстоятельства. У меня сын старший школьник. Женя, он никуда пока не ходит. Он только в этом году в школу пойдет. А муж там работает, да? Я не могу все бросить, собраться и уехать куда-то там. И что снимать? Допустим, в Гоби поехать и снимать Гоби. Собака, кошка. Ну, я не могу все на мужа скинуть и уехать. Естественно, там мы много куда ездили, много что видели. Просто я еще в тот момент не снимала. Сейчас уже у меня другое представление. Я уже знаю, как снимать, что говорить, когда говорить. Ну, хотя бы, да, приблизительно. Хоть какое-то у меня есть уже представление. А поначалу, когда ты начинаешь, как слепой котенок, то все. Я думаю, что так у всех. Не все такие родились, такие семи пядей во лбу, и за что не берутся, все у них сразу получается. Вот. Я учусь. Просто хочу вообще показать, потому что многие люди, они вообще не знают даже, что такое, что такая за страна Монголия. И, честно говоря, мы были в Иркутске несколько раз, но даже и не было такого, что мы собрались и поехали. Именно сюда, в Монголию, да? Потому что никто не говорит, а вот и мал. Время я добежала за, половина, еще минуты 3 я стояла на перекрестке. Вот. Так что все будет. Я не могу все сразу все снимать, все показывать. Это логично. Пройдет какое-то время, не знаю, год-два. Конечно, у меня будет больше съемок, больше мест. Поэтому я даже не переживаю. Я пока физически не успеваю снимать и монтировать. У меня столько видео, и все надо делать. Вот, значит, магазин Янмал у нас находится в частном секторе. Это, как это называется, фабричный, да, магазин? Сейчас перед Саганцаром все ездят, закупаются. Режим работы именно этого магазина до 7 часов. Он еще работает. На втором этаже. Написано магазин на втором этаже. Ой, я все эти фотографии видела в прошлом магазине, который я сделала обзор. Магазин Янмал образован в 2005 году. Hello. Вот кашемировые носки. Кашемир. Это верблюжья шерсть. Это овечья шерсть. Ценники точно так же, как и в прошлом ролике я показывала. Все подписано. А вот Янмали, который возле универмага, там еще подписаны прям на ценниках еще размеры. Удобно искать. Вот такие варежки красивые. Голубые.
Для маленьких. Большие размеры 41, 43, а вот здесь даже 46 размер. Как-то Янмал, он немножко дизайн современней, чем тот. Но тот мне очень понравился. Вот этот, где мы сейчас были, большой фабричный. А вот колготки. Пара колгот стоит 10 тысяч. Интересно, а это какой размер? 10, это детские 10-12 лет. Мгм. Для взрослых. Также гетры, наколенники. Так я и не знаю, как вот эта штука называется, на ноги. Верблюд. В принципе, весь ассортимент, что и был в том магазине. Если в Тоди мы зашли в фабричный магазин, выбора намного больше, в принципе, здесь можно далеко не ездить, а сходить в тот магазин, который я снимала. Я, кстати, его не отметила в описании, но я сейчас допишу дома. Вот это кто? Овечка. Жилетка на ребенка. Вот здесь есть цены. 28 тысяч. Это из овечьей шерсти 100%. Так, ну кофту здесь нет, которую я хотела. Шапки есть. Тапочки. Это тоже овчина. А вот верблюд. Значит, это из верблюжьей шерсти, а это из овечьей. А вот здесь боливарчики. Тоже 70% шерсти. Цены нету. Тоненькая шапочка. Тоже цены нет. Это называется подштанники. 65 тысяч. Стопроцентная овчина. На меня на длинноногую здесь нету. Это водолазка, 155 тысяч. Мгм. Так, вот жилетка мне в прошлый раз там понравилась. Сколько она? Ну, конечно же, на ней нет. А, нет, есть цена. Это овца. Ну, цены нет. Почему-то. 55 тысяч. Ага, верно. Да, вот здесь. 55 тысяч. У меня дома 2 жилетки. Я их не успеваю носить. Жалко. Вот косынка. Это тонкая. Можно весной носить. 73 тысячи. Это именно кашемир. Такой тоненький платок. Это деткам. 35 тысяч. Овечка, да? Это как называется? Гамаша? Будьте здоровы. Ой, это вообще для малышей. Смотрите, для маленьких.
Кофточка 35 тысяч. Да, костюмчик вместе даже. Очень красивые носки. Мгм. Да, я вот такие, наверное, розовые возьму. Нет, это не могу. 6,38. Я так не люблю прийти в магазин и ничего не купить. Ходить снимать. Да. За ихчтэй юуг нь явуулаарай. За орлоготой явуулж байгаа да. Вот мой размер. Над руу явуулахгүй байх юм чи 99.09 рүү. Мгм. Аа 99.09 рүү явуулдаг байна. Вот какие-то стопроцентные. Такие дорогие носки. 25 тысяч. Нет. Инна. Ага. Ой, мягкие такие вообще. Классные. У меня столько носков уже. И вот эти возьму. Ага. Тоже, да. Ой, такие тоненькие, да. Это приятно вообще. Это какой размер? Вот меня развести очень просто. Я отказать вообще не могу. О, вот такие возьму. Бэхку. Ага. Очень тонкие носки. Энэ хамгийн сайн зарлж байна. Ага. Энэ зүгээр даав. Возьму такие и такие. Энэ бас шин зав. Да. Байла. No estate. Та. Волна. Загар. Я не знаю, можно приехать, просто столько носков купить. На весь год будешь обеспечен, да? Приятная женщина такая, помогает мне. И камеру не стесняется. Куча носков. Мне просто неудобно, как я вот, допустим, хожу, снимаю, да, и мне подходит человек, показывает, как я откажу. 42. Здесь вообще размер не знаю. Не вижу размер. Но они и плотные. Неужели нет больших носков? 40-42. На больших мужчин здесь, конечно, носков нет. Хотя у тебя есть носки син мало, я точно помню. Но нету. Просто нету носков большого размера. 40-42 есть? Не смешно, да? На вашу ножку носки не сшили, называется. Да? Все, не судьба тебе здесь носки. Надо было в Тоде покупать. Ладно, здесь в следующий раз куплю. Хорошо? Теплые только есть. Ага. Нянечки такие красивые. Вот цена коробки, да, 2900. Ну, это для цыганцара. Не просто да, носки, а дизайнеры целые там работают, да? А вот на первом этаже склад носков. Ой, чуть не упала. Чуть не упала. Вышла я с Янмала. Больше я уже снимать не буду. Вот я именно хотела снять 2 фабричных магазина, потому что моя подписчица,
К сожалению, я не знаю ее имени, потому что у нее идет никнейм. Что именно в этом районе, район называется High Last, вот находятся 2 фабричных магазина, тот Оймс и Янмал. Поэтому думаю, грех не съездить. Ну, я единственное хотела на автобусах поехать, но так как мы ездили по делам, и вот как раз проскочили до этих магазинов. Но я уже показывала, что автобусы, в принципе, сюда ходят без проблем. Большое спасибо, что вы меня смотрите, что вы пишете мне комментарии. Вот тоже сегодня моя подписчица Лидия мне написала, что ролик-то хороший, Настя, но что-то, блин, название-то не кликабельное, нифига. Никто не будет искать по названиям Янмал и тот. Ну, никто, правда, про них не знает. Хотя я знаю алгоритмы Ютуба, и почему-то, вот, я не знаю, дернул меня черт написать вот таким образом. Ну, я естественно, советом я воспользовалась, поменяла название. Ну да, действительно, что-то не то. Как говорят, одна голова хорошо, а 2 еще лучше. Поэтому, если какие-то видите недочеты, можете мне спокойно писать. Ну, естественно, есть комментарии с подковыркой, а есть, как мужчина несет на голове. Есть, говорю, комментарии с подковыркой, а есть дельные советы. Поэтому к критике я отношусь нормально, да, но если это не какой-нибудь там слово даже не знаю, как подобрать такое, матершинное только на ум приходит. Если, как это сказать, ну, знаете, люди есть такое, которые, они считают, что они умнее всех других и пишут комментарии, как бы принижая людей. Наверное, я думаю, наверное, вы поняли, о чем я хотела сказать. Поэтому все, буду заканчивать. Наверное, по магазинам повезли товары. Буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Отмечу сейчас в прошлом видео магазины, в которые я ходила, и сейчас, куда я ездила. Все, до новых встреч, всем пока.